Так, она молоко грамм 600, дрожжи песочные, 1 соль, мука, сахар. Наливаем молоко. Делаем побольше, добавим еще немного. Оладьи. Вода не должна быть горячей, молоко, потому что дрожжи могут завариться. Добавляем сахар, не знаю, грамм 50-75 где-то на 700-800 грамм молочной смеси. Растворяем сахар, добавляем дрожжи. Где-то грамм 50. Пусть они вместе с сахаром, как говорит моя подруга, маленечко подружат, чтобы они начали процесс брожения. Все, дрожжи растворили, добавляем соль. Соли много тоже не надо, он должен быть слегка солено-сладкий. Если положите больше соли, то у вас будет медленно подниматься тесто. Если положите больше сахара, то есть тесто будет сдобным, и оно будет гореть, а внутри не будет пропекаться. Вот. Теперь можно вводить муку. Тесто на оладьи не должно быть густым и не совсем жидким. То есть в пределах где-то, сейчас посмотрю сколько. Я добавлю, еще надо будет. Теста получится много из-за количества жидкости. Сейчас оладьи пожарим. В Москве более суток раньше запланированного срока. Долгожданная цифра намечена на конец июля нынешнего года, если точнее, на 23 число. Об этом стало известно сегодня, когда строящийся спортивный объект посетил мэр столицы Сергей Собянин. К настоящему моменту завершен монтаж металлической конструкции крыши, на полностью закроются зрительские места, на трибунах уже появились первые средства. В ближайшее время на арене установят современную экономичную систему освещения. Одновременно идут работы по обустройству прилегающей территории, в частности, подъездных путей. Город со своей стороны, учитывая то, что полностью строится за счет инвестора, помогает соорудить необходимую инфраструктуру. В этом году уже строится... Где-то получается тесто с молочной смесью в равных долях. Если, допустим, вольете 900 грамм воды, значит это где-то 900 грамм муки. То есть получается 1 к 1. Сегодня юбилей отмечает выдающийся артист театра и кино Владимир Зверев. Ему 99. Актер уже поздравил Владимир Путин. Телеканал президента отметил, что искренне восхищается его талантом и душевной щедростью. Еще немножечко и все. Дальше. Новых работ. Всего насчитывал любимцы миллионов ролей в театре и кино, причем первую деятельность сыграл в заслуженной поездке. Придется мне тесто переложить, потому что оно у меня отсюда убежит. Сегодня кто спрашивает, в чем же секрет его долголетия? Скажу словами великого революционного поэта Владимира Маяковского, которого я видел. Вот оно, тесто на оладьи. То есть оно не должно быть густым, не должно быть жидким. То есть вот собираться как бы шарик. Вот. Это будет нормальное тесто.
ставим его отдыхать где-то минут 40, ну 30, в зависимости от подхода.